Маршал Душук, здравствуйте. С вами Табарк Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит новости 7 на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Итак, смотрите сегодня. В Гойтах из-за паводков затопило дома, обведено из-за оползней сотни жителей потеряли жилье. В Чири-Юрте река снесла большой мост, в Шатой завалила дорогу. В 11 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Помощь пострадавшим уже началась, а закончились ли сюрпризы погоды? Убытки подсчитывает и сельское хозяйство. Оставил людей без газа, потерял рабочее место. Крайние меры привели к жестким последствиям. Кто в ответе за то, что пострадали даже малоимущие? Всех под одну метлу ответ неправильный. Виновные исправляются, как намерены усовершенствовать систему и наладить платежную дисциплину законным путем. Ифтар от фонда имени Кадырова, благотворительность которой началась со священным месяцем Рамадан. 14 мечетей Чечни, рестораны и кафе Грозного, Аргуна и Гудермеса. Позаботились даже о мусульманах Москвы и Дамаска. Спасибо, Кадыров, Рамадан Кадыров. Спасибо, спасибо, спасибо. Горячий сытный ужин каждый вечер до конца благословенного Рамадана. Отдых и лечение с чеченским колоритом. Серноводск-Кавказский возвращает былую славу. Сразу получила назначение в первый же день. Сюда приезжают даже из отдаленных уголков страны. Самые лечебные источники Кавказа и условия, как говорят пациенты, лучшие. Внимательное отношение и добрый персонал. Какие услуги оказывает курорт и как налажена система оздоровления в одном из самых старейших и известнейших санаториев страны. Непрекращающиеся в Чечне ливни привели к серьезным последствиям. В селе Гойты река вышла из берегов и затопила дома. В Веденском районе из-за оползней сотни жителей остались без крова. Снесен крупный мост в Чири-Юрте, в горных районах завалило дороги. В плену у стихии оказались многие населенные пункты. В 11 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Создана специальная комиссия. За обстановкой следит лично глава республики, который сразу же отдал поручение помочь всем потерпевшим. Более того, Рамзан Кадыров сам ездил в наиболее пострадавший Веденский район. Новые дома жителям построят в безопасном месте и в кратчайшие сроки. Подробнее Ислам Магомадов. Сильные дожди и селевые сходы перекрыли единственную дорогу, которая ведет в Шатой. Под грунтом участок длиной около 100 метров. На место сразу же была переброшена техника Минавтодора. В первые часы дорогу удалось открыть частично. Жителям горного района, которые оказались в капкане, пришлось пешком переходить через обвал. Вчера с часу ночи уже подразделениями Министерства автомобильных дорог начаты работы по ликвидации этих последствий, чтобы обеспечить проезд. Перекрывается транспортное сообщение между населенными пунктами. И поэтому приходится перебрасывать технику с одного места на другое. Где-нибудь прочистили, движение открыли, моментально в другом месте сель, оползень, камнепад, закрывается дорога. Также под ограничением оказалось и движение на дороге Горячеисточнинская Аргуна. Уровень реки поднялся на 3 метра и произошли размывы подходов к мостам. Такая же ситуация наблюдается на 14-м километре трассы Гудермес-Курчалой. На кадрах видео, снятое очевидцем, видно, как автомобильный мост, соединяющий Грозненский и Шалинский районы, получил довольно сильные повреждения и проехать стало невозможно. За картиной наблюдают и водители, которым не повезло вовремя переправиться через реку. Несколько минут спустя поднявшаяся до рекордных отметок река Аргун сносит одну из частей переправы. Обрушение моста стало плохой вестью для автомобилистов, особенно для водителей большегрузного транспорта. Именно через эту переправу поставлялся цемент на стройплощадке республики. Пока мост не начнут восстанавливать, автовладельцам придется ездить по объездной дороге, которая будет пролегать через населенные пункты Новые Атаги, Чири-Юрт, Дубаюрт и дальше в Шатойский район. Гуштох шлюш, имчата дует шхиду, йокча дует шхиду, решение шулш, дайса ажош, канарш теркуза. Груженный дом, 40 тонн, 50 тонн, ойл олмури цементу. Дацахяш масайоли продукцию, цемент юшу. Дочь борзи, улскат, хоабошна, масан, имчат, масан, ноуту, хоабошан, диабола, зуадаба. Сорон назран, авар, улусматан, масуа. Сигар хабошан, почти ахмах калмигадош, республика калмигадош. Юшу, это важный.
А это уже Урус-Мартановский район. Из-за обильных дождей река Мартанка поднялась почти на 1,5 метра, сметая все на своем пути. Сутки жители Мартанчу оставались без электроэнергии. В результате паводка полностью шел юртю, из этого почти затопитинер юртю, из юртарнах арабола цацкөл шуячи духтол берег берегаш ацадач соусадина цари гокцадинари почти духне керчион жаурет автомобильный мостер от мост яха цам мост бецади центра виш моста полностью цадуарина, но частично дуарина мосты ждешь. Река подступила к жилым домам, однако подтоплений и разрушений жилых строений в Мартанчу удалось избежать. Намного плачевнее оказались дела в селении Гойты. Затоплены несколько десятков домов. В зоне риска оказались сразу 8 населенных пунктов Урус-Мартановского района. Мы в первую очередь наладили систему оповещения, сбора информации и отслеживания ситуации на реках. В случае, если ситуация, будет усугубляться, то у нас и будет, переходить в режим критического состояния, то в этом случае, люди, которые находятся в зоне затопления, они должны быть эвакуированы. В этой цели тоже были подготовлены соответствующие мероприятия. А это уже поселок Старые Алды. В этом доме проживает семья из 8 человек. Из-за обильных дождей грунт просел более чем на метр. Обрыв, который раньше находился в 20 метрах, вплотную подошел к жилому дому. Зина Габарова обратилась в местную администрацию. Ее обращение уже принято на рассмотрение. Дом находится в опасной зоне, недалеко от берега Сунжи. По мере возможности мы постараемся оказать помощь, постараемся завести сюда грунт и сделать оболовку. Жители поселка Войково также были обеспокоены паводковой опасностью. Уровень Сунжи, конечно, поднялся, но не дошел до критической отметки. Берегоукрепительные сооружения не позволили подтопить частный сектор. А вот малая гидроэлектростанция в поселке Кирово полностью затоплена. Это вторая в Чечне ГЭС мощностью 500 киловатт. Под водой оказалось машинное отделение и генераторы. Строительство было завершено. Рабочие благоустраивали территорию и готовились к открытию. Практически все виды работы по данному объекту были завершены, однако оставались незначительные объемы работ по берегоукрепляющим устройствам и тыльной стороны машинного отделения. Также оставались некоторые вопросы по благоустройству территории и ограждению территории в целом. О сложившейся обстановке Рамзану Кадырову доложила комиссия по чрезвычайным ситуациям. Повышенная готовность была объявлена заранее, а 9 июня вступил в силу режим чрезвычайной ситуации сразу в 11 районах республики. Глава Чечни поручил как можно скорее устранить последствия разрушений и оказать помощь пострадавшим. Работа должна быть проведена качественно и в сжатые сроки. Контролировать процесс поручено Исламу Кадырову. ايش توش بتيشات عشان مثلا في الكاتش ده سوش فيديو ولا دون عشان عيد ده دون اوي دون حوصا عشان دون دوتش الحق اسفون قاعد ابو خلاص ويتنا انا دون ستريتنج ارجزات عشان بولا بيو عشان لو كان سي دون اخر لوشن ال دون استعبال ابو بين بروبليمات دون وين حش كوش ديس كده ما داست دون وجه ده قضيه ما ربيدات دون خودردو تياتين وش داخل دوي نحشو باي داخل دوي نيش دون اصلا دون نيش يعني بو باخل دوي كيت ايش تاع داخل دوي لكن دون خاندو هي دون شو سواء شيء دون راح يجديد كده مسمى بريز مسمى تاع بريز خلاص ما داش دينا دون بوصل دون دوك دون ديز دوي دون انا روج يفوش دوي دون يعني كان خليك لو شوي دون ريسبوبليك ساعه دون дочерил дочь сендона проезд еще помети еще последующим дона дополнительно на олзе без болбош он себя знал то есть масана дон оба кашете дон боевой дон готовность номер 2 война номер 1 мосо министерство лауш шавеги сам саат абу чуат дина бусана страже будестон и на дона азица лезлом. Пожалуй, самый значительный ущерб стихия нанесла жителям селения Цавидино. Здесь пострадало более 30 жилых домов. Местные власти с помощью спасателей эвакуировали около 230 человек. Пласт земли длиной 250 и шириной 75 метров за несколько суток сдвинулся на 1,5 метра, унося с собой вниз к реке целый жилой сектор. Трудно представить, что еще несколько дней назад в этом доме проживали люди. Из-за оползней дом в буквальном смысле разломался посередине и медленно уходит под землю. Сильные дожди и провал почвы в одночасье превратили часть селения Цавидино в нежилую зону.
Али Мадашев с помощью родственников и соседей разбирает небольшой навес. Этот дом семья построила в 1980 году, и до сих пор он стоял как крепость. О том, что придется навсегда поменять место жительства, Али не представлял даже в страшных снах. Местные жители, чьи дома находятся в зоне риска, размещены в школе. Пункт временного проживания оснащен всей необходимой мебелью и продуктами. Оползневые исходы нанесли ущерб еще и селениям Гуни и Марзой-Мох. Например, этот дом уже непригоден для проживания. Из 4 стен уцелела только одна. Также в селении Гуни разрушена дорога, разделив поселение на 2 части. 5 семей отрезаны от автотранспортного сообщения. حقين هما دو وين بتشان رمضان أحمدويتشان ديلي يلشي أستاذ ريز غلة تيرجو يشو سمو يشو غيل شارن دون غنا وستل دشو وسعاري دوما داتر يش ياتر. Плачевная ситуация наблюдается и в соседнем Марзой-Мохке. Частично разрушена подъездная дорога. В некоторых домах обвалены потолки, разрушена мебель. Более того, здесь повреждена и инфраструктура. Незамедлительно было принято решение о строительстве новых домов для пострадавших. Место уже определено. Рабочие заняты разбивкой территории. Прежде чем возводить дома, участок прошел проверку геологов. По их заключению, вероятность оползней здесь исключена. Давно у нас сделаны геологические разведывательные работы полностью по этой территории. Это нормальная земля, устойчивая, грунты хорошие, не просадочные, тем более не оползневая зона. На этом месте будет построено 12 домов. Площадь под каждой отведена по 8 соток. Более того, 4 семьи изъявили желание проживать в городе. Им будут выделены квартиры. رجعنا فون دي من أحمد تاجي كديرة وعلى على حتى الساعة ويلسر شو دوي شو دكر درجية يتون بق ديش بق قيام خيط سونيزا عند عشان قيام ما تغير شيء ويت بولش بول هو مسك ناعن أسكي برخير دوك تي ده دوك إيت خلرنا يدير رئيس خلوي باتش أنا ألور ده إيش تيمانين ألور درخصون. На место строительства приехал и глава Чечни. Рамзан Кадыров поинтересовался ходом работ. Большим подарком для пострадавших семей стало то, что руководство региона не стало дожидаться, пока средства будут выделены по программе переселения из оползневых зон. Как отмечает Кадыров, подготовка документации, работа комиссии и защита программы занимает немало времени. Более того, рядом с новым поселком появится и школа на 140 мест. Строительство планируют завершить в рекордные сроки. Уже в первых числах июля 12 семей заселятся в новые дома. И в самый главный мусульманский праздник Ид-аль-Фитр они смогут принять гостей у себя дома. Deel dan niet toe. De regio daar geldt dan. Pakket dan dus het programma, pakket dan поступает dan. Средства после этого dan проекты она كده. У нас да даже год минимум. Абдул كده. У нас реально да كده. Мы говорим, сегодня надо строить. Сегодня строить, завтра закончить, чтобы люди не страдали, не ходили dan, не находились в школьных там залах там или у родственников своих. Месяц священный Рамадан и праздник наш. Они должны встретить у себя дома. У них, я думаю, уверен, что после 30 числа, в первых-вторых числах июля у них у каждого будет новоселье. Селение Гушкерт Шатойского района от оползней пострадали 10 домов, еще 17 в зоне риска. Более 140 человек эвакуированы. К счастью, не пострадали социально значимые объекты. Спасатели помогли местным жителям вывести имущество в безопасное место. Создан районный оперативный штаб, координирующий работу всех служб в зоне бедствия. Специальная комиссия начаты работы по обследованию поврежденных домов и оценке ущерба.
газоснабжение и водоснабжение не нарушено, нарушено электроснабжение, которое в ближайшее время будет восстановлено. Также на месте ЧС работают оценочные комиссии, которые в течение ближайшего времени полностью обследуют все дома и определят размер ущерба. После серии ударов стихии председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгириев и начальник главного управления МЧС России по Чеченской республике Руслан Яхьяев совершили облет пострадавших территорий 4 горных районов региона. Внимание было направлено на определение уровня воды в реках и запаса снега в горах. В ходе визуального осмотра потенциальных угроз дальнейших бедствий выявлено не было. После обработки снятых фото и видеоматериалов на основании проведенного анализа специалисты составят дальнейший прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций. Ислам Магомадов, Магомед Сулейманов, Дауд Куруев, Новости 7. Убытки подсчитывает и сельское хозяйство. Град и дожди уничтожили урожай во многих госсхозах республики. Под водой оказались тысячи гектаров посевов. Собрать урожай с них в этом году вряд ли получится, говорят земледельцы. Вся надежда на улучшение погодных условий. Если удастся, сделают пересев, и тогда хоть какая-то часть урожая соберется. Слово Марьям Керимовой. Вот та самая река шириной не больше метра, которая, судя по всему, беспрепятственно вышла из берегов и подтопила не только жилой сектор, но даже сельхозугодия. Поля пшеничные, кукурузные, рапсовые, словно рисовые, утопают в воде. Рабочие всеми силами препятствуют разгулу стихии. За последнюю неделю это уже второе подтопление. Объем уровня реки спровоцировали непрекращающиеся ливневые дожди. Аграрии района уже начали подсчет убытков. Затопленными оказались сотни гектаров посевов. По словам аграриев, сложившаяся ситуация главным образом скажется на установленных сроках сбора урожая. Кроме того, от избытка влаги поля зарастают сорняками, а созревший урожай атакуют болезни-вредители. Ачхой-Мартановский район в предыдущие годы один из лидеров по показателям урожайности. Однако в этом году, как признаются здесь, вряд ли удастся достичь таких результатов, поскольку ущерб налицо. То, что здоровый колос там темно-зеленый, нижний ярус, средний ярус и верхний ярус. Болезни уже дошли до верхнего яруса. Вот это септориоз, линейная ржавчина, даже пыльная головня. В прошлом году сельхозпроизводители понесли большие потери из-за засухи. В этом году, напротив, из-за обилия осадков. Первый покос, который скошенный, который успели скосить на сено, мы его не смогли убрать. Это у нас, но можно считать, что мы потеряли. А те, которые не успели скосить, они произошло полегание. Немногим ранее серьезный ущерб госхозам Закан-Юрта, Самашки и Шали также нанес прошедший град. Вот так изменилась картина ровно за день. Это фотографии урожая, которые так и не успели собрать. Полосой град пронесся и над пшеничным полем. Сделать пересев пока что не позволяет погода, но даже и он восполнит только малую часть потерь. 320 гектар, 200 гектар, 123 гектар, Из-за стихии один лишь госхоз Предгорный Шалинского района лишился 150 гектаров сахарной свеклы. Буквально за 1,5 часа это произошло там. Градом шам буквально минут 15-20. Куда вообще хаец ума дисуждается. Местные агрономы утверждают, со стихийными бедствиями таких масштабов они еще не сталкивались. В результате чрезвычайных ситуаций в республике пострадало около 4000 гектаров посевной площади. В основном это яровые и озимые культуры в Шалинском, Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Сунжинском районах республики. На сегодняшний день мы готовим документы о предварительном нанесенном ущербе. По нашей оценке, на сегодняшний день ущерб сельхозпроизводителям нанесен более 100 миллионов рублей. Но это не последние данные, это предварительные данные. Мы надеемся, что мы выправим ситуацию и сможем в кратчайшие сроки начать, если нам погода позволит, начать обработку тех культур, которые мы сегодня у нас сохранились.
Ливневые дожди и град лишил посевов не только аграриев Чечни. Бедствие коснулось и других регионов Юга России. Десятки тысяч гектаров посевов и сотни гектаров виноградников уничтожил град на Ставрополье. Посевные работы приостановлены в Калмыкии и в Ростовской области. На Кубани градом побило более 1000 гектаров полей. Примерно такая же картина и в регионах Северного Кавказа. Сельхозпроизводители Чечни рассчитывают на скорое улучшение погоды, чтобы вновь приступить к работе. К тому же, по словам аграриев, часть нанесенного ущерба еще можно восстановить. Мария Керимова, Руслан Яхаев, Дауд Куруев, Новости 7. Страна отметила День России. В Чечне празднование этой даты началось несколькими днями раньше. Главное торжество состоялось в театрально-концертном зале Грозного. Здесь собрались представители разных ветвей власти и жители республики. День России до 2002 года отмечался как День независимости. В год принятия декларации о суверенитете страны он приобрел статус государственного праздника. Эта дата в Чечне ознаменована сразу несколькими важными событиями. 12 июня 2000 года Владимир Путин издал указ о назначении Ахмата Хаджи Кадырова главой Временной администрации. Благодаря его правильной политике в регионе воцарились мир и порядок. Курс первого президента Чечни, направленный на развитие республики, продолжает герой России Рамзан Кадыров. Сегодня наш регион является примером стабильности и благополучия, эффективного и динамичного процветания. Спикер парламента Магомед Даудов от имени главы региона поздравил всех собравшихся с этим важным днем. Это праздник огромной страны, частью которой является и Чеченская республика. Этим мы обязаны подвигу нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и тысяч его соратников. На рубеже веков наш народ пережил страшную трагедию. Это было нашествие международных террористов, которые при поддержке предателей чеченского народа вторглись на территорию республики, разожгли огонь гражданской войны в обществе и довели народ до пропасти уничтожения. Ахмат Хаджи решительно выступил против терроризма и экстремизма, остановил кровопролитие и навсегда покончил с войной. Благодаря ему были сорваны планы по развалу России, она сохранила свою целостность, а Чеченская республика стала ее полноправным субъектом. Сегодня мы живем одной жизнью со своей страной. Вместе с ней мы преодолеваем трудности, отражаем угрозы, гордимся достижениями. Все эти победы связаны с именем президента России Владимира Владимировича Путина, который принял руководство, находящееся на грани развала государством, взвалил на свои плечи груз проблем переходного периода, социально-экономических и политических преобразований. Его мужество и воля позволили нашей стране крепко стать на ноги, а российскому народу осознать себя единой нацией с великой культурой, славным прошлым и светлым будущим. Я хочу призвать всех вас к сплочению и твердости духа. Никакие попытки расшатать ситуацию в России, давить на нее санкциями и угрозами не могут ослабить нас. В любой день и час мы готовы стать на защиту нашего Отечества. Любовь к Родине, высокий патриотизм и созидательный дух помогут нам преодолеть все проблемы и сделать нашу страну еще более сильной и могучей и прекрасной. Да здравствует наша Родина Россия! Далдия Айберт Киюэль, глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Праздник продолжился концертная программа. Звезды чеченской эстрады исполнили песни о любви к родине и мужестве защитников Отечества. Торжества прошли и в Грозненском районе. Для жителей была организована концертная программа. Граждане, достигшие 14 лет, получили в День России паспорта, а Департамент образования мэрии Грозного провел флешмоб. Столичные школьники выложили российские и чеченские флаги из шаров. Праздник отметили и в Центре культурного развития Гудермеса. Собравшиеся говорили о значимости этого дня, вспоминали и первого президента, который заложил начало мирной жизни в республике именно с этой даты. Встречу скрасили творческие коллективы района. Ровно 16 лет прошло с тех пор, как Ахмат Кадыров стал во главе разрушенной, разрозненной, наводненной преступными группировками республики. Он был настроен решительно, раз и навсегда покончить с войной в Чечне, освободить ее от провокаторов и идти до конца, пока не будет достигнута окончательная цель. Путь был труден и опасен. Его безвременная гибель тому подтверждение. Он ушел из жизни слишком рано, но успел открыть страницу новой истории Чечни. Слово Седи Сапаровой. Почти 10 лет беззакония, десятки тысяч погибших мирных жителей, ежечасные обстрелы, теракты и разгул ваххабизма.
Он возглавил нацию в самый сложный период. Получив религиозное образование, будучи глубоко верующим человеком, Ахмад Хаджи Кадыров на волне военной кампании возглавляет духовную линию республики. Он становится муфтием. Понимая ошибочность действий ичкерийцев и будучи противником распространения ваххабизма, Ахмад Хаджи Кадыров решается сказать «нет» произволу и начинает представлять интересы всего чеченского народа. Я мог бы спокойно жить. Я мог бы гладить так же по бороде, как Яндарбиев, опустить его и говорить, вот, все мусульмане братья, мы не можем делиться на ваххабитов, на суннитов. Они бы меня забрасывали бы долларами, я бы имел бы огромные деньги, но судьба нашего народа была бы она еще хуже, чем теперь. Мы знаем 97, 8, 9 год, что происходило, что нам навязывалось, какие жестокие несправедливости были со стороны тех, которые якобы хотели тут построить исламское государство. За отказ воевать на стороне ичкерийцев Аслан Масхадов, тогда президент Ичкерии, называет Ахмад Хаджи врагом чеченского народа. Кадыров начинает поддерживать антитеррористическую операцию федеральных войск. Российская государственность, маля, геля и юху, пачалкш, дехкан долгума, нохчи кюш четтахкучту. Сунди хайтанчара, аса беш болдуам, нохчи кампарах дахтуам, ас беш буталам. 12 июня 2000 года Владимиром Путиным было принято историческое для всей страны решение. Указом президента России Ахмад Хаджи Кадыров назначается главой администрации Чеченской Республики. Ахмад Хаджи призывает боевиков сдаться, обещая амнистию тем, кто не запятнал себя кровью. Объять необъятно и сделать невозможное возможным – это была сложнейшая задача, стоящая перед Ахмадом Хаджи Кадыровым. Возрождать некогда богатую республику нужно заново, спасать людей от нищеты, восстанавливать коммуникации, возвращать людей из лагерей беженцев, а главное – продолжать борьбу с террористами. Все это Кадыров берет под свой личный контроль. Надо было определить правильный вектор развития. В 2002 году Кадыров возглавил Государственную конституционную комиссию по разработке Конституции Чечни. Ахмад Хаджи понял главное – мнение народа и определяет судьбу региона. К мыслям простых людей он всегда прислушивался и не пренебрегал людскими замечаниями. Он знал – в споре и рождается истина. Мы проведем референдум, и мы проведем выборы, и мы наведем порядок здесь. Мы избавимся от тех, которые хотят постоянной войны нашей республики. 23 марта 2003 года состоялось историческое для нашей республики решение. Был проведен референдум. Чеченский народ предопределил свое будущее. Так, впервые за долгие годы Чечня обрела все атрибуты полноправного региона России. Когда было принято решение о проведении референдума по Конституции, то очень многие сомневались, стоит ли это делать. И, конечно, сказать откровенно, для федерального центра был очень большой риск. А вдруг люди не придут? Результаты, как вы знаете, превзошли, я думаю, все ожидания, в том числе и в самой Чечне. 80% людей на избирательные участки, несмотря на запугивание со стороны бандитов, пришли. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда, если бы я сомневался бы, я бы не мог бы идти по этому пути. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Своего лидера чеченский народ лишился 9 мая 2004 года. Ровно в 10:35 прогремел взрыв. В результате теракта погибли 4 человека. Среди них Ахмад Хаджи Кадыров и его соратник, председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев. Они сидели вот в том ряду. Сейчас здесь располагается ложа для VIP-гостей. Спустя почти 12 лет здесь ничего не напоминает о той трагедии. Сам стадион был вскоре переименован. Теперь он носит имя вице-спикера Народного собрания парламента Чеченской Республики Султана Билимханова.
Сегодня дело отца продолжает Рамзан Кадыров. За 12 лет им было сделано столько, сколько делается без преувеличения за не одно десятилетие. Спустя годы все отчетливее видится то, что когда-то ставилось под сомнение. Принятые решения, высказанные мысли и подписанные документы. Каждый день жители вглядываются в лицо обновленной Чечни, и оно им определенно нравится. Седа Сапарова, Данил Хавхаров, Новости 7. Строительные работы в Шаройском районе идут полным ходом. Охвачены все села муниципалитета. В Химой началось строительство детского сада. Здесь также залили фундамент под возведение Дома культуры. Идет реконструкция мечети, которые планируют сдать до конца священного месяца. Больше всего жители муниципалитета радуются тому, что наладят электричество и проведут газ, которого никогда не было. Без внимания не останутся и памятники культуры. Их планируют реконструировать, сохраняя первозданный вид. О программе восстановления Шаройского района на неделе главе республики доложил руководитель оперативного штаба Муса Дадаев. يلقيت تسينو درسك إيش تودي شتوي روحي شيء عشان تعيل الأشياء كشتير بابين إيش أكتر برينياتين إيش برات بالله بلخي كيتش بنا شايلك جاخد أخني ساجم دون سيتش وتا تخيل كيتش دورش إيش لاش بو سياسات بو كيتش كده Gazzelas полджайдон. Я день обучать гато. На солдат сош бал визда, работа я его дополнительно иду сейчас. لا تيجي سندون بجن كاب دهني كاب متنا متاياتون حالا بجن حالديك شاندون بعد نجح بيرن وعد أبشين دون كأوتشل دون بريفيسور دون وعد أبشين دون من يسوس كات موسيقى ستوت شمت دون رازن تراو شو تيجي ليش يبني دون يروح دون وجدون أحتيا كاب بجن دون يستار دون إيش دون شيء شامبوش لا خوش دون دق دون مخش تيجي على سبيجن ديالهم مصدق دون دق توريستيش دون كلاس دون دون четвертый, 11 веке дон шей дон бухбош дон крепош мосо агон шуш метиги медас дон уникальный метиги дон цигатун дел дон мосо дештек дон качество веселидат сада дон главное качество дон. Здесь же заместитель министра внутренних дел Аптел Аудинов рассказал об итогах межведомственной проверки заявлений по факту коррупции в Шаройском муниципалитете. Основной дон жаловаться дешкал больше не жалоб, что она уж полностью прокуратура Беллой, следственный комитет Беллой, МВД Беллой дон полностью подключить пина и жалоб, что я дешкал долгом полностью разобрать и шарик дон. Сега мел баду سادويتك دون ميل بوخ بولش دون إتلين ويا دون أخسر حديثا دول شو مناش ثاني دون принципе 90% بوخ بوش жалоб шалер дон избиргал дехкана. Глава республики в резкой форме сделал замечание тем, кто оставил тысячи жителей региона без газа. Крайние меры – это последнее дело, считает Рамзан Кадыров. Нельзя мести всех под одну метлу. Среди пострадавших есть и те, кто не в состоянии платить за коммунальные услуги. Глава дал поручение составить список таковых с тем, чтобы их расходы покрыло государство. Более того, чиновникам предложено выйти из своих кабинетов и исправить то, что они сделали. Подробнее Магомед Салтамурадов. С тех пор, как в Чечне стали отключать от газа злостных неплательщиков, в интернете началась истерия. Чуть ли не каждый такой случай сопровождался скандалами и инцидентами. До последнего потребители пытались препятствовать сотрудникам Чеченгаза выполнять свою работу. А после того, как в сети появилась аудиозапись заместителя главы администрации Урус-Мартановского муниципального района, в которой тот требует, чтобы отключали от газа всех без разбора, социальные сети буквально взорвались. Отрезать, понимаешь, доктор, отрезать. Сунгадон, справка об отсутствии задолженности, ала отключать, понимаешь? Инвалид, ала отключать, понимаешь? Сотрудник, погибший при исполнении, ала отключать, понимаешь? Лешсак, ала отключать, понимаешь? Тезет, ала отключать, понимаешь? Возмущение работы чиновников на местах вызвало и у главы республики. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание с участием министров, руководителей администрации районов и поставщиков услуги. Недавняя проверка выявила ряд нарушений практически в каждом муниципалитете.
Halotır Gudermeski rayon. Açol çak kul mas'ametol. От судук адрес шаквальче, ца адрес да существует. Деше хайли информации, отключение элег, ё контролина элег, ца адрес да существует. Деше ни цифры жёш. Здесь шалковской на ур по отключить да контролинел. Хайли цифры что деше илердин. Плюс на жертвовской районе не ца адрес равнавалче, отключить диндо адреса, подключить дальше. Полностью адрес Энергетический район. Зор Хаммад что доглавало? Что доктор? وإيش جاز вопрос ديجيتال ميلخان لايلا. نقدر إما بالوان عندنا ده عايز بيس بالوان واتس بوشتون وده почти شو داخل ده وش عايز بيس بالوان واتس بوش. بوش بينهم دوات تيجي تجي ده شيء ده أنا أبنيانتوف الشق جاز حسيته تاي حتى دللا الأشياء ده أنا أتو بيج بوت سرق ده أنا أدنو كتوشكو ده داخل دوشه طالما زانس داخل ده جاز داخل ده باش. سواه باسبورت ده أنا اش ابواب بنا اجاز دخل اللي حلق شو حاجول دين ويك شويك حال دق يودعوكش مسك نجي اوش بابي قبوت حلق اللي اوش تو نير جاز دخل عم شو عتقلت ينوش دوش شو عدو ماشين يوش 37 تليفون يوش شو ايش بدك تناش ياك سايتشن بدك تناش 10 نابات حربل بيزبول صار احد صلاح تاع غاز دهادي الله تاع مشان حياك دون سود يوكي دون لور غاست اي غاز دالو اخ دالو الله سويت دالو الله دون سبيس خوتش اخيت يا تاع دبل نيت اخ دوشن اسناهن غيلنا شوي ولات مش حلوينش ختياب دون اسناخ زنيخ مي بودي بلاتيت دون بوش كامل ده سوشنا تكاد يروز داخل نخ دهادي بو حول حول ده ولا دهادي بو حدان باشه تعال دوش ويز دوش دون اي يخد يوش لهم مش اريح اشتانه اتنيت يول يومتيج إنها خالص خيتوش نا حيزوش بوداس دهادي это уже значит что вы не работаете. Задача властей – создавать условия для населения, а не лишать, заявил глава республики. Именно поэтому ежегодно на субсидирование льготников по линии ЖКУ выделяются огромные деньги – больше 13 миллиардов рублей. И если бы не халатность чиновников на местах, эта проблема сегодня бы не возникла. Нужно исправляться, считает Рамзан Кадыров. تعيازك هو شو هذا بوابش ولا هذا بوابش وات هذا مقصود تقول غير يا ملابي تتو أحسن هذا عدل شو غير وبشي بواب ديك سهول أل يازي صوت داخشة كيرت يدرس صوت كان سون أشوف تعياز إيش هذا شو أنت عند إما دلنا شو زوج وش قلت يا بلح يا جدار يا زوج دان وش يكون تقول إتسوشين لو أقدر تشينغ مات أو شو عطله غلا عش رأيهم شو بوقت سبلوا علا مثلا هو أورس مرتاني عن يو حاوي إنه دلت يعني أورس مرتاني ويشغل عمره حبوا يشتغل داس تندل عن قديسيا وعمت كلار بعض داس نوها زور حون أس ما تزمن شيء خيانة أنت يعني سو جمسي يعني حقور مشغول يلج حق يا شو زوري دانا صلاة سويش الأورم خزبط يعني بقول معك سويش واش أورم حق يولق يلا موسى الشندم يقطع والله موسى تحدم دات تجاه تجيمس عس أتصل دون خل تادن دوشل إذا خص ما عندهم شتابي أخواتين دون حوقول استاين الجيمسية تغنى لبوا حدم تواش دون لق بحر دون الله قاش بتتكش حياة هو دم حلقة دون واحد موسى اليو عندي أشياء وعملت جيمسي على أرسلان دوها ودون نخ بيحكي بيش نخ يزابيش بولخ سون تبيز ترى شو عبال بس ناخ باش إذا باش وجا باش بول ناخ يا بني مايا ندوقنا بقدون دين سلت آخر شوش آخر جي آخر شوش بول ناخ دانا يو شنو تعاويوش أشون جيت نحلا ده حرينتي بوس تاكا بوخ تكنش تروح تايز إنش دول ناخ أس آخر فوق جوت نكش بورشل غير باخ بورشل هورش دعبا هورش يقبليته كده بالله سبيسك على سون اس بيدجت ير اخر دوشن سان بو اس
Угли халах дон, сейчас давали омарс за урс, сейчас давали нести диз дастон. Да, однозначно веру что дастон. Давали дон, я бин вот он данис бай дон, сумчак дон, фата отчет. По на ху это, бу это бас. Хунд бо асу он газ дон, хат готник шуает. Газа в доме Аль-Мурзаевых не было последние несколько недель. Отключили из-за неуплаты. Денег с трудом хватает на еду. Если бы не электричество, пришлось бы топить дрова, признается Аймани. В числе первых, как малоимущую, семью Аль-Мурзаевых вновь подключили к подаче голубого топлива. Del rez xelon Ramzaner de tosut şu. O dünyanın volkan takılı daşırsın. Bu da şelçi. Хадин аяхи. Del rez xelon Ramzaner. Подключать абонентов гораздо приятнее, чем отключать, признаются сотрудники Чеченгаза, хоть и работы заметно прибавилось. Кет идет, отключенный тагуя, состояние, доход дела, было, берешь, мелду, кидекду. На этих их параметрах подключения за газ порой не платят даже те, что живут припеваючи. Выявлено много случаев, когда потребители прибегают к различным махинациям, пытаясь обмануть поставщиков услуги и заплатить как можно меньше. 119 557 счетчиков республика, 2485 счетчиков. Юхизуаш, сиетсуаш, бумагнич лети, милиш хаузитагач, доуч, دوغوش جيت التسجويش وتصفر لقدر سولدها ودوغوش دات أبوش نيها وبرويرت يشة مبابين شو ده اور действительно دوغوش توچه количество без договора болч неха 2227 адресна ухар шега договор дош дача договор бош цегоич до цифры но халях нери из-за адрес Руслан Цинева база часверки действительно договор доуча 2227 адрес. Беш был самый худший результат это Гудерменский, Шелковской-Шалинский район. Оля был беш беше, а Чхамартановский, Аргун, Шатойский район. Оля был беш еще. Сложившаяся ситуация с огромной задолженностью за газ – это результат отсутствия четко налаженной системы, считает Рамзан Кадыров. Поставщик услуги должен попытаться найти общий язык с потребителем, а не ждать, пока он не утонет в долговой яме. В рамках исполнения поручений главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, нами налажено более тесное взаимодействие с абонентами. По любым интересующим вопросам абонент может обратиться в абонентский отдел. Во избежание образования задолженности за потребленный газ абоненту необходимо в полном объеме производить оплату за потребленный газ. Проблема огромных очередей в кассах тоже в скором времени останется в прошлом, уверяют поставщики. Произвести оплату без комиссии можно при помощи специальных терминалов, которые установлены в абонентских отделах и райцентрах. За 2 прошедших месяца через эту систему потребители произвели оплату за газ больше, чем на 3 миллиона рублей. Также есть по инициативе нового генерального директора Руслана Цакаева есть договоренность с ЕРКЦ, и оплачивая за свет и за другие коммунальные услуги, абонент сможет оплачивать также и за газ. 80% задолженности в стране, по информации группы «Газпром Межрегионгаз», формируются потребителями СКФО. За первый квартал 2016 года расчет произвели только за половину поставленного объема газа. Однако в Чечне наметилась положительная динамика, отметил генеральный директор «Газпром Межрегионгаза» Кирилл Селезнев. Можно сказать о позитивной работе в Чеченской Республике. Благодаря поддержке руководства региона удалось достигнуть относительно большого увеличения платежей населения. В 2015 году по сравнению с 2006 годом платежи выросли в 23 раза и увеличились со 114 миллионов рублей до более 2,6 миллиардов рублей. Задолженность потребителей перед поставщиками в целом по стране в 2015 году выросла на 20%. Это порядка 150 миллиардов рублей. А с началом этого года еще на 24%. Сумма долга просто астрономическая. Задолженность препятствует развитию газоснабжения и газификации страны в целом. В Чеченской Республике эту проблему власти стараются решить как только могут. Только вот пока все потребители не начнут платить по счетам, ситуация вряд ли изменится. Магомед Сантмурада, Руслан Яхяев и Дауд Куруев. Новости 7.
Празднование 200-летнего юбилея Грозного пройдет на высшем уровне. Уже создана рабочая группа по подготовке к торжествам. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии Министерства России по делам Северного Кавказа. Открыл встречу вице-премьер правительства России Александр Хлопонин, который рассказал о приоритетных задачах министерства на этот год. Они включают в себя формирование программ социально-экономического развития субъектов СКФО. К 2025 году в соответствии с государственной программой развития Северо-Кавказского округа, если сравнивать с 2015 годом, мы планируем объем инвестиций в основной капитал увеличить в 2,5 раза, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов в 1,7 раза, число высокопроизводительных рабочих мест в 1,7 раза, реальный денежный доход населения более чем в 1,5 раза. И сократить уровень безработицы на 30%. И, естественно, младенческая смертность – это те очень важный показатель для нас, который, к сожалению, остается пока что не на самом лучшем уровне. Тоже мы планируем значительно сократить. Отметили собравшиеся и динамичное развитие Чеченской Республики. За последнее время в регионе построено 31 школа, из них 27 в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России», что позволило значительно сократить количество учеников, обучающихся в 3-ю смену. Удалось снизить уровень младенческой смертности, а семьи, проживающие в оползневой зоне Чечни, получили новое жилье. Здесь же глава Дагестана Рамазан Абдулатипов от лица всех руководителей объектов СКФО отметил работу Министерства по делам Северного Кавказа, которому на этой неделе исполнилось 2 года, и поблагодарил Рамзана Кадырова за помощь, оказанную в реставрации Дербента. Одному из древнейших городов мира в прошлом году исполнилось 2000 лет. А теперь коротко о других заметных событиях недели. Глава республики поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником. Кадыров поблагодарил их за участие в судьбе социально незащищенных слоев населения, за помощь сиротам и одиноким старикам. Глава подчеркнул, что власти приложат все усилия, чтобы условия жизни населения с каждым годом улучшались. Здесь же Рамзан Кадыров вручил наиболее отличившимся работникам государственные награды. Сотрудник Министерства труда получил квартиру от фонда имени первого президента. Одна из сотрудниц отделения пенсионного фонда – деньги на лечение тяжело больного ребенка. Без внимания не остался и глава региона. От министра труда России он получил благодарственное письмо, также от Пенсионного фонда России нагрудный знак, почетный работник Пенсионного фонда и юбилейную медаль ведомства. Спецподразделения МВД получили новую бронированную спецтехнику. КАМАЗ и 2 «Газели» переданы полку патрульно-постовой службы управления МВД по Грозному. Еще 2 бронированные «Газели» батальону Грозный. Такой щедрый подарок правоохранителям сделал региональный общественный фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. По словам главы республики, наличие подобной техники современного обмундирования значительно облегчит труд полицейских в лесной местности, а бронь обеспечит надежную защиту бойцов во время проведения спецопераций. Далее в нашей программе. Ифтар от фонда имени Кадырова, благотворительность которой началась со священным месяцем Рамадан. 14 мечетей Чечни, рестораны и кафе Грозного, Аргуна и Гудермеса. Позаботились даже о мусульманах Москвы и Дамаска. Спасибо, Кадыров, Рамадан Кадыров. Спасибо, спасибо, спасибо. Горячий сытный ужин каждый вечер до конца благословенного Рамадана. Отдых и лечение с чеченским колоритом. Серноводск-Кавказский возвращает былую славу. Сразу получила назначение в первый же день. Сюда приезжают даже из отдаленных уголков страны. Самые лечебные источники Кавказа и условия, как говорят пациенты, лучшие. Внимательное отношение и добрый персонал. Какие услуги оказывает курорт и как налажена система оздоровления в одном из самых старейших и известнейших санаториев страны. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает ежегодную благотворительность в Рамадан. На протяжении всего священного месяца верующие смогут разговляться в 14 крупных мечетях республики. Ифтары организованы и в десятках кафе и ресторанов Грозного, Аргуна и Гудермеса. Каждый вечер постящихся ждет горячий сытный ужин. Благотворительную акцию фонд проводит и в Дамаске. Слово Марьям Керимовой.
В первый день священного месяца Рамадан тысячи семей не беспокоились, что приготовить на вечер. Их с улыбкой и с накрытым столом ждали в десятках ресторанах и кафе. В том числе и на сквере журналистов, в парках Материнской славы и Тышкалы. Ифтар для всех желающих стал возможен благодаря фонду имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который уже не первый год проводит масштабные благотворительные акции в священный месяц Рамадан. По словам посетителей, обслуживание на самом высоком уровне, впрочем, как и меню. Благотворительный ифтар также прошел в Аргоне и Гудурмесе, как и в прошлые годы, до конца священного месяца Рамадан. За счет фонда имени Кадырова все желающие смогут разговляться в 14 крупных мечетях городов и населенных пунктах республики. В Грозном, Аргоне, Гудурмесе, Русмартане, Ачуй-Мартане, Гихи, Автуры, Гилдыгане, Курчилое, Центарое, Алирое, Новом Бино и Джалке. Самое большое количество людей по традиции каждый вечер собирается в мечети сердца Чечни. هر ساعة بعنا وين يقع مرزو برت إيمان مصو ديكبال خليل دال أوبل دولها. Крупная акция по организации ифтара проходит также в Москве. Вечернее разговение можно совершить на территории исторической мечети, в кафе «Халяль» и плов-хаус «Халяль». Акция продлится в столице до конца благословенного месяца Рамадан, на протяжении которого горячий ужин получит около 40 тысяч мусульман. Magic to magic to go repeat as so to go сразу март там самое пятое штана до кария чего все мечтаю что на до поле. Масштабная благотворительность общественного фонда имени Кадырова охватила и другие страны. Президент РОФ Аймани Несевна приняла решение организовать ежедневную сухур и ифтар для жителей Дамаска и беженцев из захваченных военными действиями районов Сирии. Раздача еды осуществляется в зданиях больниц, школ, мечети, в лагерях беженцев. Каждое утро перед началом поста 5000 человек получают завтрак, и каждый вечер на разговение 20 тысяч верующих получают горячий ужин. Акция имеет исключительно важное значение, так как проводится в условиях гражданской войны. Помощь получают обездоленные люди. Спасибо, Кадыров, Рамадан Кадыров. Спасибо, спасибо, спасибо. Одобряю его действия. И вообще мне ваш президент очень нравится. Молодец. Спасибо вам, что помогаете сирийскому народу. По словам представителей духовенства, помощь нуждающимся высоко ценится в религии, о чем свидетельствуют многочисленные аяты из священного Корана и хадисы пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. مرة يبتجوا بقى مرة لوش بوجن مرة داستي تنشنيو ليال مو يالجي أحسن مرة داستي تحقين وش دال قشت يدو حياة عند جوج لزير حلو يقريو إشت مرة دولشك مرة داستي تو مرة خب خلو ليال تنيول شو ليال خريونا تنيول يشان بوجا سويزي سيلا خلو جدالا مرة يبوت بيركة يباي تويلا وق بيركة خ ويت حيقة مدويلة سويزي سيلا خلو جدالا مار مشقابة داستا مكش ماشا لدويلة. Рамадан – месяц благих деяний, в котором каждый мусульманин стремится к довольству Аллаха посредством поста, молитвы и других богоугодных дел. Одно из таких – накормить постящегося. Марьям Керимова, Дауд Куроев, Новости 7. Имя величайшего спортсмена в истории бокса теперь носит один из проспектов столицы Чечни. Церемония переименования прошла на неделе. В республике, где любят и ценят большой бокс, смерть Мухаммада Али приняли как настоящую трагедию. В тот день во всех социальных сетях были видны только слова соболезнования в связи с кончиной великого спортсмена. Вспомнили его заслуги как боксера и его отношение к жизни как мусульманина. Пост, посвященный одному из самых титулованных боксеров планеты, выложил и Рамзан Кадыров. Им было принято решение увековечить память Мухаммада Али. Отныне его имя будет носить проспект Кирова. В своем выступлении глава региона отметил, что Мухаммад Али является образцом для подражания, символом духа и характера. Не ради политики, не ради какой-то цели, eller det så är bara alla som ser så jag sidеш på jag måste ju hoche det som jag tror det nu ska nog inte jag hade ju att han ordet خلالش kan شنو till och sportsmen خلالش особенно частности боксерского улиц назвать не буду да было كده och jag digna боксерский зал или كده har улиц måste vara خزبير بو ده Okej, har olika där många dockor studenter dockor sportsmän ledare på äldre.
that's a wish, and I said, halutaan ugejuohon yöstigdana duh yukhliishig ama do baksar ama do karatistatiع duh yaata orin tevat setkichach halnasta sigos fulstan hos med taul dana premier dana la padrjani dana خير الله خير مثلا دا يا بركتي دا الله بوصب نش دوي قاعدين شا محمد علي ستانا 2016 godi aşağı dal doğal Yazma var geçen bir bu şey için interview aşağıda diyor hayır doğan. Zamanla doğan 2016 godi dal doğan yazma var пьёшь когда это было şey. В скором времени изменится и внешний вид улицы. По словам Рамзана Кадырова, его планируют реконструировать. Более того, в честь величайшего боксера Мухаммеда Али назовут и один из спортивных комплексов в республике. Принцип одного окна в Чечне изо дня в день становится еще доступнее. Если в начале многофункциональные центры оказывали только 8 муниципальных услуг, то теперь они предлагают около 150 муниципальных, государственных и федеральных услуг. А растет качество сервиса и, следовательно, доверие населения. Сегодня по всей республике открыто 343 окна, которые в состоянии обслужить почти все население региона. Подробнее о реформе, призванной упростить жизнь, Магомед Салтамурадов. Идея создания единого механизма, который позволил бы повысить качество и доступность государственных услуг для населения, в России зародилась в середине 2000-х годов. Чтобы наладить систему и довести ее до совершенства, потребовалось 15 лет. Самое сложное заключалось, казалось бы, в самом простом – налаживании взаимодействия между органами власти и сетью многофункциональных центров. Это сильно тормозило процесс внедрения МФЦ поначалу. На данный момент уже все у нас автоматизировано. Мы стараемся укладываться во все сроки регламентированные. И за счет этого улучшаем качество услуг. Первый многофункциональный центр в Чечне открылся в 2013 году в Грозном и оказывал только 8 муниципальных услуг. Сегодня этот перечень разросся до 147 государственных, муниципальных и федеральных услуг, начиная от регистрации недвижимости, кадастрового учета, вплоть до постановки на учет и зачисления ребенка в детский сад. Очень часто и актуально к нам обращаются по услуге регистрации недвижимости, регистрации земельных участков, домов, квартир. Также выдача пособий на детей очень актуальна в последнее время, так как при регистрации происходит выдача материнских капиталов по сертификатам, получение паспортов российских и заграничных. В прошлом году республиканский многофункциональный центр оказал населению больше 105 тысяч услуг и консультаций. Всего лишь за 5 месяцев 2016-го уже почти 140 тысяч. Связано это прежде всего с повышением доверия населения к МФЦ и качеству оказания услуг. Вежливые девочки, мальчики, все приятно, все достойно. Обслуживание, очень быстро и оперативно. Я сама сотрудница кадастровой палаты, поэтому я знаю их работу. Принцип одного окна очень удобен, позволяет обходить множество бюрократических препонов на пути получения пакета необходимых документов. А самое главное, как считает Муса Шатаханов, не приходится часами стоять в очереди, тратя драгоценное время. До открытия этого многофункционального центра нам, хотя мы и главы поселению, все равно приходилось стоять в этих кадастровых палатах, в очередях, ждать все. И документы, которые мы подавали, отслеживать было очень трудно. А сейчас любой документ, который мы подали, в любое время можем прийти, отслеживать очередь, целая площадь, организацию. Срок получения документов варьируется в среднем от 10 дней до 1 месяца. Случаев задержки, как это было в начале, сейчас практически не бывает. Заявления рассматриваются и пускаются в ход в день обращения человека. Также 3 раза в день около 100 свидетельств дина хадахцут рекбалатер. Дага хилу шхул адам тагцах вочи мокш воч виснейша оли ишнигаве. В Чеченской Республике функционирует 11 многофункциональных центров, 6 филиалов и 211 территориально обособленных структурных подразделений. В общей сложности это 343 окна, которые охватывают 97% населения республики. У нас график работы плавающий, наши операторы работают с 9 до 20:00. Поэтому даже для тех заявителей, которые находятся на госслужбе и не имеют возможности в рабочее время посетить такие учреждения, для таких заявителей и утвержден такой график.
В многофункциональный центр человек обращается всего лишь 2 раза. В первый раз, чтобы написать заявление, во второй – забрать пакет документов. Причем максимальное время ожидания специалиста центра составляет всего лишь 15 минут. Номер И-603, окно 8. За 2015 года ожидаемая нагрузка 25 тысяч, 50 тысяч примерно. Вот цифры даже обращение шхирвела. Фактически 26 тысяч, более 26 тысяч обращений. Должен справиться делать чахтовля. Уже 44 тысячи ожидаем нагрузки иштера. Так, на данный момент за 5 месяцев 40 526 услуг. Путь становления и внедрения многофункциональных центров в стране был нелегкий и долгий, но, конечно, результат того стоит. Без сомнения, это одна из самых важных реформ, призванных упростить жизнь населению. Магомед Салтмурадов, Магомед Сулейманов и Дауд Куруев. Новости 7. Курорт Серноводск-Кавказский набирает популярность среди жителей других регионов России. Как в старые добрые времена, когда чеченский санаторий славился в Советском Союзе своими чуть ли не самыми полезными на Кавказе источниками. И сейчас сюда приезжают люди из разных уголков страны. И даже дальняя дорога не помеха на пути к заветным процедурам в одном из самых живописных мест республики. Условия, созданные на курорте, действительно впечатляют. В этом убедилась и Лейла Наврузова. Курорт Серноводск-Кавказский всегда славился своими целебными источниками. Сюда приезжали отдыхать и поправить свое здоровье люди не только с Чеченской республики, но и самых отдаленных городов страны. Былую славу курорт вновь восстанавливает. Сегодня он может принимать более 100 человек в день. Санаторий расположен в одном из самых красивых уголков республики. Лечебно-оздоровительный комплекс – один из старейших в регионе. Он был включен в каталог лучших здравниц страны. За его более чем вековую историю здесь поправили здоровье десятки тысяч людей. Мы гордимся этим курортом, потому что это наше общее лечебное заведение. Все очень красиво, все очень обдуманно. Персонал соответствует этому курорту. Это настолько экзотично, что просто радуешься, у тебя настроение поднимается, когда ты видишь, что все на своем месте. На сегодняшний день люди приезжают сюда из разных уголков страны. Борис Бутиков из Ухты, республика Коми. По рассказам своих друзей-чеченцев узнал об этой здравнице, решил приехать и подлечиться. Несмотря на дальний путь, проделанный 2 самолетами до Грозного, ничуть не жалеет о своем выборе. Заметно, в отличие от других курортов, внимательное отношение и доброе персонала. Будь то в столовой, не говоря о том, что в местах, где принимаешь процедуру. Постоянно что-то спрашивают, говорят, что не стесняйся. Там, в общем, очень хорошо. Мне нравится. Каждому человеку, учитывая его диагноз, индивидуальный подход. Курорт оснащен современным лечебно-диагностическим оборудованием. Процедурных кабинетов здесь очень много. Это магнитная, лазерная терапия, парафиновые процедуры, скипидарные ванны, грязелечение и многое другое. Главное, пациент должен соблюдать все предписания врача. Назначение делаем в зависимости от жалоб и диагноза. Вот, например, вот эта женщина поступила на остеохондроз у нее и заболевания дыхательных путей, верхних дыхательных путей. Назначаем ингаляции, в зависимости, тут разные идут солевые, масляные и ванные процедуры, физпроцедуры идут. Количество времени, проводимого на курорте, пациенты могут выбирать сами. Некоторым курс лечения назначают врачи, которые полностью обследуют пациента при поступлении. Сразу получила назначение в первый же день. И, в общем-то, осталась довольна. Это грязи, это ванны, это парафин, это циркулярный душ, это массаж. Очень много услуг предлагают. Конечно, на выбор врач смотрит, избирательно смотрит, говорит, какие есть, если противопоказания, он сразу говорит, вот это 4 сеанса, вот это 2 приема, вот это вообще противопоказано. Вот это мне очень запомнилось, потому что подход здесь у персонала был чисто профессиональный. Во все времена серноводские горячие источники считались одними из самых целебных на Кавказе. Они дают хороший эффект при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи, болезней нервной системы. На сегодняшний день внедрены и новые технологии, которые в разы помогают в улучшении здоровья человека. Сустав, желудок, почки,
مسو ديغا نغدقكو مسو شو من ديك تخرخي هر مال هر прописать دينا هر كأس هر مال أخ ванныш процедур разные грязь парафин массаж مسو ما вместе дует عن غدق سوچوخ دو هر مال شيء نحتاج درهر يو уже привыкаешь цемельч магаться мекшта ган дог что догни уаду исенки мелакохоск догш ливин дарун мелакохар. Курорт в довоенное время ни в чем не уступал нынешнему, вспоминают здесь. Пик своего рассвета он пережил в 70-е и 90-е годы. Здравница была известна высоким процентом излечения пациентов. В военное время практически все корпуса были разрушены. Курорт прекратил свое существование. В 2009 году общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова пришел на помощь. Он первоначально сделал вложение, построил вот этот лечебный корпус. 17 домиков, на 62 места вот, клуб для отдыхающих. Вы фонд видите, какой был. Это первоначально в 2009 году все запущено, сделано, отстроено на средства фонда нашего. К нам приезжают люди с Дальнего Востока до Прибалтики. К нам приезжают Челябинск, как-то Якутия, Воркута, север, уезжают с хорошим впечатлением. Они некоторые несколько раз за эти 3 года приезжают. Поправить здоровье в санатории могут и граждане, у которых есть право на получение социальной помощи. Путевки для них выделяет Фонд социального страхования. Льготники, как их называют, могут выбрать любой курорт страны, но многие из них предпочитают Серноводск-Кавказский. Люди, которые там один раз отдохнули, приходят подавать документы заново на следующий год, естественно, и как бы у всех по желанию попасть именно в этот санаторий. И тем более есть у многих опыт сравнения с другими санаториями кавказских минеральных вод, те же рядом, то есть по всем условиям, начиная от отношений проживания, заканчивая процедурами, у нас, скажем так, на порядок выше. Здесь созданы все условия, предоставляются современные номера, специально подобранное питание по медицинским показаниям. Этот живописный уголок – лучшее место для тех, кто хочет спокойно отдохнуть и подлечиться в окружении красивейшей природы. Лейла Наврузова, Магомед Сулейманов, Дауд Куруев, Новости 7. На неделе в Грозном завершился 54-й чемпионат России по греко-римской борьбе. Событие для нашей республики грандиозное, так как это было впервые. Спортсмены из 49 субъектов страны оспаривали право попасть в сборную страны и отстаивать ее честь на Олимпийских играх в Бразилии. Соревнования прошли на высшем уровне и в плане организации, и в плане судейства. Единое мнение высказывали эксперты. Итак, как проходил чемпионат, кто из наших ребят завоевал золото и поедут ли они в Рио-де-Жанейро? Об этом Ислам Магомадов. 5 золотых медалей из 8 возможных. Исламбек Альбиев, Ильяс Магомадов, Ибрагим Лабазанов, Ислам Магомедов, Абуязид Манцигов. Вот они, имена чеченских спортсменов, победителей предолимпийского чемпионата России по греко-римской борьбе в Грозном. В столицу Чечни приехали 297 спортсменов из 49 субъектов страны. За призовые места боролись 202 мастера спорта, 9 заслуженных мастеров спорта и 32 мастера спорта международного класса. У нас есть одна серебряная, это Чингиз Лабазанов, чемпион мира 2014 года. В финале он уступил нашему земляку Ильясу. Мы как бы сошлись 2 земляка в финале. И есть бронзовая медаль Исмаил Саидхасанов, 71 килограмм, молодой мальчик, 20 лет. Ну, хорошо проборолся. Остались целые федеральные округа, не то что золото, даже без серебряных и бронзовых медалей. Их всего 32 медали, из них 8 золотых и 4 осталось. Я думаю, задел у нас хороший, и на 100% выступила команда. Безусловно, стать лидером на чемпионате страны – весомый результат, но борцам, занявшим первые места, еще не обеспечены путевки в Рио-де-Жанейро. И в этом ничего удивительного нет. Костяк сборной команды России только формируется. Впереди еще несколько сборов и важных турниров. В общем, кто поедет в солнечную Бразилию отстаивать честь России, борцам и тренерам сборной еще предстоит выяснить. Хорошие результаты, но это промежуточные результаты. Конечно, они останутся в истории. Чемпионат России – это крупное спортивное мероприятие, большое достижение для спортсмена. Тем не менее, в данном ракурсе, в разрезе подготовки к Олимпийским играм,
это только этап подготовки. И поэтому обольщаться не надо ни спортсменам, ни тренерам, ни руководству федерации, ни болельщикам. 54-й чемпионат России по греко-римской борьбе в Грозном действительно стал грандиозным и в плане организации, и в плане судейства, которые обеспечивали 55 высококвалифицированных специалистов. Всего им предстояло разбирать около 500 схваток, и это за несколько дней. Несмотря на колоссальную нагрузку, судьи допустили минимальный процент ошибок. Некоторые ребята терялись, допускали ошибки. Но это как всегда. В большом деле где-то 10-15% оно попадает вот на эти ошибки. Ну, кроме вот этих вот двух, я имею в виду Мишина и этого бедра, больше не было таких серьезных ошибок, которые могли повлиять на результат схватки. Это самое главное. Бескомпромиссным чемпионат страны получился и в плане призовых поощрений. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова выделил 200 тысяч за третье, 400 за второе и 1 миллион рублей за первое место. Также премии в размере 400 тысяч рублей были поощрены и тренеры борцов, завоевавших золото. В общем, борцы устроили на ковре настоящую битву, а она, в свою очередь, подразумевает травмы, переломы и рассечения. Но это не лишает спортсмена права продолжать борьбу за самую заветную медаль каждого профессионала – золото Олимпийских игр. Ислам Магомадов, Дауд Куруев, Новости 7. А накануне в столице прошел второй полуфинальный этап Гран-при Ахмат. В 10 боях победу одержали бойцы чеченского клуба. А главный поединок вечера выиграл Абубакар Вагаев, одолев бразильца. Всего же в соревнованиях приняли участие спортсмены из 6 стран, рассказывает Магомед Ламаркаев. Еще до начала поединков большая часть трибун дворца Колизея была уже заполнена. Поболеть за своих фаворитов пришли друзья и родственники не только чеченских бойцов, но и участников турнира, гостей из других стран и регионов России. С первых минут посмотреть на поединки в спортхолл прибыл Рамзан Кадыров. Дорогие друзья, встречайте, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров! Второй полуфинал Лиги WFCA начался с рейтинговых боев. На футболках спортсменов на выходах можно было заметить изображение великого боксера Мухаммеда Али, который скончался менее недели назад. Заходя в октагон, каждый участник турнира продемонстрировал сильную волю к победе. Просто так сдаваться никто не собирался. В андеркарде зрители увидели 3 бескомпромиссных поединка, насыщенных красивыми ударами и болевыми приемами. Все они завершились победами представителей клуба «Ахмат». И вот 5-я победа Черси Дудаева на профессиональном ринге. Затем очередь зайти в октагон и померить силы с соперником дошла до полуфиналистов WFCA. Один из самых ожидаемых поединков вечера – противостояние тигра Беслана Ушугова и бразильца Марсио Сантоса. Оба бойца выбрали активный стиль ведения боя, что не могло не оживить трибуны. В течение 3 раундов несколько раз инициатива переходила от одного атлета к другому. По итогам бескомпромиссной схватки решением судей победу одержал представитель бойцовского клуба «Ахмат». Против обидчика спортсмена из Чечни, который в 1/4 финала победил Асламбека Мусаева, бразильца Делсона Хелена, в октагон вышел ахматовец Саламу Абдурахманов. Поединок получился зрелищным. Поначалу атлеты, выражаясь по-спортивному, пристреливались друг к другу. Затем приступили к активным действиям. Саламу Абдурахманов уже к концу занял доминирующую позицию, что в итоге и привело к его выходу в финал. Победив в этой схватке, Абдурахманов, можно сказать, отомстил латиноамериканцу за ранее нанесенное поражение своему одноклубнику. В следующих 2 боях за финал участвовали гости. Защищать честь бойцовского клуба «Ахмат» против опытных и габаритных бойцов в полутяжелом и тяжелом весах предстояло ахматовцу из Дагестана Магомеду Анкалаеву и новичку чеченского клуба из Америки Маркусу Сурсу. Последний в полуфинале заменил Тьягу Сильву. К сожалению для местных болельщиков, в своем дебютном поединке против Джеронима дос Сантоса по прозвищу Мандрагон Сурса проиграл удушающим приемом. 36 побед, 16 поражений. Кстати, душит все. И все-таки осуществляет удушение. Один из самых опытных бойцов клуба «Ахмат» Максим Гришин этим вечером противостоял перспективному российскому спортсмену Максиму Футину. Поединок прошел под диктовку ахматовца и, как итог, победа единогласным решением. Единогласным решением судей одержал победу и вышел в финал Гран-при по полутяжелом весе Максим Максимус Гришин. Да, есть у нас.
Главный бой вечера – Абубакар Вагаев против Луиса Серджио Мела. В активе бразильца 47 поединков в профессиональном спорте против 12 чеченского файтера. Оба бойца предпочли провести поединок в стойке. Обмениваясь жесткими ударами, спортсмены продемонстрировали высокую стойкость. В последнем бою грандиозного бойцовского вечера определился и последний финалист лиги WFCA. Им стал Абубакар Вагаев. Да. Абубакар Вагаев становится последним финалистом сегодняшнего вечера. Финалисты во всех 8 весовых категориях уже известны. Совсем скоро любителей ММА, а также самих спортсменов ожидает главный турнир лиги WFCA, в котором станут известны имена обладателей первых поясов Ахмат. Магомед Ламаркаев, Алаш Аздамиров. Новости 7. На этом все. Смотрите нас в следующее воскресенье. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Адик Велш.